Добрый день, дорогие друзья! В очередном уроке Photoshop с вами снова Владимир Нестеров. Не всегда природа бывает благосклонна к нам во время съемки, и поэтому приходится уже своими руками в Photoshop дорабатывать снимок, чтобы наилучшим образом передать зрителю сюжет и настроение снимка. В этом уроке мы будем учиться своими ручками создавать туман на изображении. Итак, приступим к работе. Прежде всего стоит сказать, на каком этапе обработки стоит добавлять туман. Я бы рекомендовал сначала сделать базовую коррекцию изображения, то есть баланс белого, экспозиция, контрастность и так далее. Затем чистим и разглаживаем кожу, Dodge Burn, и после всей этой базовой ретуши можно уже и добавить эффект тумана, то есть практически в заключительной стадии обработки изображения. С вашего позволения я все эти этапы пропущу и уже покажу вам, как создать сам эффект тумана на изображении. Итак, Ctrl-G дублируем фоновый слой, чтобы было с чем сравнивать результат работы. Нам понадобится фильтр Camera Raw. Напомню вам, что Camera Raw как отдельный фильтр стал доступен с версии Photoshop CC. У кого более старая версия Photoshop, я дам небольшую подсказку, как обхитрить Photoshop. После первичной обработки сохраните изображение в формате JPEG в наилучшем качестве. Затем сохраненное изображение открываете через команду «Файл», «Открыть как». В диалоговом окне выбираете путь к сохраненному изображению, затем выбираете само изображение, которое нужно открыть, и в этом окошке указываете Photoshop, что изображение нужно открыть в Camera Raw, и затем нажимаете «Открыть». Данное изображение у вас откроется в конвертере Camera Raw. А те, кто работают в более свежих версиях Photoshop, просто выберите команду «Фильтр», «Camera Raw». Первым делом перейдем во вкладку «Эффекты» и параметр «Удалить дымку» сдвинем в крайнее левое положение до -100. В результате на изображении появляется светлая дымка, очень похожая на туман. Дальше переходим во вкладку «Основные». И теперь давайте подумаем, какие визуальные характеристики присущи туману. Во-первых, это потеря контрастности. Этот эффект мы только что получили, когда добавили на изображение дымку. Во-вторых, это потеря четкости. Имитируем это явление, уводя ползунок четкость влево. Я уведу ползунок по максимуму. И в-третьих, в тумане все кошки серые. Для уменьшения насыщенности лучше воспользуйтесь параметром красочность, поскольку он работает более мягко, чем параметр насыщенность. Но без фанатизма. В черно-белое изображение превращать не нужно. И последнее, что я тут сделаю, это немного уменьшу экспозицию. После добавления дымки изображение осветлилось, и чтобы компенсировать излишнюю яркость, совсем немного уменьшим экспозицию. На этом миссия Camera Raw завершена. Нажимаем ОК и применяем фильтр. Добавляем к этому слою белую маску, и теперь нам предстоит самая муторная работа – прорисовать по маске глубину кадра. Первым делом мы берем инструмент градиент, затем переключаем, чтобы на переднем плане у нас стоял черный цвет, на заднем белый. И с зажатой клавишей Shift убираем эффект тумана с переднего плана. Затем берем инструмент кисть, проверяем, чтобы кисть была мягкая. Непрозрачность и нажим кисти ставим по 100%. С помощью квадратных скобок на клавиатуре подбираем подходящий размер кисточки. И черным цветом по маске слоя убираем эффект дымки с девушки и 3 деревьев вокруг нее. Так, передний план по маске прорисовали. Единственное, мне сейчас не нравится, что эти 3 дерева очень сильно выбиваются из фона. Поэтому я непрозрачность и нажим кисти поставлю по 10%. И белым цветом обратно немного пропущу эффект тумана на стволы деревьев переднего плана. Сильно выбиваться из общей картинки они не должны. Ну вот что у меня получилось на данном этапе работы. И вот как сейчас выглядит моя маска. Следующим этапом я прорисую глубину фона на остальных деревьях. Для того, чтобы не испортить уже готовую маску, я поступлю следующим образом. Нажатием комбинации клавиш Ctrl-G я помещу этот один слой в группу. И к группе добавлю новую белую маску, а на ней уже буду рисовать дальше. Нам также понадобится мягкая черная кисточка, но непрозрачность и нажим ставим уже по 20%, чтобы очень мягко и постепенно проявлять стволы деревьев. И начинаем прорисовывать стволы. Те, что поближе к нам, посильнее, а те, что подальше, совсем немного.
Если где-то перестарались, то маскируйте обратно уже белой кисточкой. Думаю, идея вам понятна. И мне понадобилось буквально 2-3 минутки, чтобы прорисовать глубину фона. Давайте я покажу вам маску, по которой я только что рисовал. Вот так она выглядит. И посмотрим, как выглядит фон без этой маской и с маской. Глубина выглядит очень даже реалистично. И последнее, что я хочу сделать на первом этапе создания тумана, это немного скорректировать его плотность и яркость. Для этого активируем слой с дымкой и создаем над ним корректирующий слой «Выборочная коррекция цвета». Обязательно привязываем этот слой к нижележащему через обтравочную маску. Выбираем из списка нейтральные цвета и уменьшаем количество черной краски в нейтралях. Туман стал плотнее, но одновременно и ярче. Чтобы компенсировать излишнюю яркость, выбираем из списка теперь белые цвета и подмешиваем туда еще больше черной краски. Давайте свернем палитру свойства и посмотрим результат. Туман стал плотнее, но теперь я заметил, что прорисованные деревья на фоне излишне выделяются. Исправить это очень просто. Активируем маску группы, идем в свойства маски и немного уменьшаем ее непрозрачность. Это еще один плюс того, что я прорисовал главные объекты кадра на одной маске, а деревья на фоне на другой маске. В любой момент я могу изменить параметры одной маской, независимо от другой. Ну что ж, давайте свернем группу и посмотрим результат работы на данном этапе. В принципе, мы уже неплохо затуманили фон, и даже на этом результате можно было бы и остановиться. Но согласитесь, что урок по созданию тумана будет неполным, если я не покажу, как добавить еще и стелящийся по земле неоднородный по плотности массы тумана. Такое явление мы часто можем наблюдать как в лесу, так и над поверхностью воды. Да в принципе и не только там. Итак, приступаем ко второму этапу – созданию стелящихся по поверхности неоднородных масс тумана. Для этого нам понадобятся специальные кисти, которые вы сможете скачать на сайте Photoshop Virtuos. Если вы смотрите этот урок на каком-то стороннем ресурсе, то зайдите на сайт photoshopvirtuos.ru и в разделе видеоуроков найдите урок «Как сделать туман в Photoshop». И там вы найдете ссылку на скачивание кистей для создания тумана. Для моего канала на YouTube ссылка на сайт Photoshop Virtuos будет в описании к видео. Итак, активируем инструмент кисть, открываем окно для выбора кистей и кликаем на значке в виде шестеренки. Во-первых, сразу поставьте галочку «Большие миниатюры и имена» и затем выберите команду «Заменить кисти». В открывшемся окне указываем путь к скачанному набору кистей, выбираем сам набор и нажимаем кнопку «Загрузить». И буквально пару пояснительных слов к этому набору. Скажу сразу, что я делюсь с вами своим личным эксклюзивным набором хороших рабочих кистей, и аналогов ему в интернете нет. Первые две кисточки в этом наборе – это стандартные круглые кисти, мягкая и жесткая. Эти кисти всегда должны быть под рукой и могут понадобиться в любой момент. Дальше идут 15 кистей для рисования тумана. Все эти кисти разной формы и, кроме того, еще и разной непрозрачности. На случай, если где-то нужно прорисовать туман посильнее, а где-то еле заметно. Поэтому уже самостоятельно поэкспериментируйте и познакомьтесь со всеми кисточками набора. И помимо этого обратите внимание, что три первые кисти подписаны Dynamic 1, Dynamic 2 и Dynamic 3. Это значит, что они имеют динамичные свойства, то есть при каждом клике отпечаток кисти меняет свою форму, размер и поворот. И помимо этого они имеют эффект легкого рассеивания. Это очень удобно, поскольку мы можем взять одну динамичную кисть и все ею нарисовать, и при этом повторяющихся отпечатков на изображении не будет. Сейчас на практике я все это продемонстрирую. Над группой создаем новый чистый слой, берем кисть Dynamic 1, непрозрачность и нажим кисти ставим по 100%. Цвет переднего плана выбираем белый. Затем сделайте пару пробных кликов мышкой, чтобы скорректировать размер кисти. И в случае необходимости с помощью квадратных скобок на клавиатуре измените размер кисточки. Затем зайдите в палитру «История» и откатитесь назад до состояния «Новый слой». И начинаем прорисовывать стелящийся туман.
Здесь я вам дам пару рекомендаций. Во-первых, не рисуйте стелящийся туман высоко над горизонтом. Он должен стелиться. И во-вторых, не рисуйте сразу много тумана на одном слое. Лучше понемногу на 2 или 3 слоях. Это позволит вам быть более гибкими в дальнейших настройках. И старайтесь, чтобы на объекты переднего плана туман не попадал. Дальше к этому слою применяем фильтр, размытие, размытие по Гауссу. Подбираем подходящий радиус размытия тумана. Это зависит от вашего исходника. Я размою достаточно сильно, но в то же время, чтобы туманные скопления были визуально различимы. Нажимаем ОК и применяем фильтр. Затем к этому слою с зажатой клавишей Alt копируем маску с нижележащей группы. Дальше создаем еще один чистый слой. Берем кисть Dynamic 2. Непрозрачность этой кисти уже стоит по умолчанию немного меньше, чем предыдущей, поэтому она будет рисовать более нежные туманные скопления. Делаем несколько кликов, при этом как бы создаем и художественно распределяем эти самые скопления стелящегося тумана. На объектах переднего плана туман также не рисуем. Затем снова к этому слою применяем фильтр, размытие, размытие по Гауссу. Но на этот раз радиус размытия уже ставим немного поменьше. Нажимаем ОК и применяем фильтр. К этому слою также с зажатой клавишей Alt накидываем маску с предыдущего слоя. И наконец создаем последний слой. Берем кисть Dynamic 3 и рисуем заключительные недостающие штрихи туманных скоплений. На этот раз я рисую немного тумана и на переднем плане, и немного захожу на платье модели, чтобы слить все художество в единую композицию. На этом слое я делаю заключительные штрихи и маску к нему добавлять уже не буду. По окончании рисования также вызываем команду фильтр, размытие, размытие по Гауссу. И немного размываем последний слой. Нажимаем ОК и применяем фильтр. И в заключение, если это необходимо, вы можете поиграть с непрозрачностями каждого из этих 3 слоев, чтобы получить лучший результат. Итак, с зажатой клавишей Shift выделяем все 3 слоя и нажатием комбинации клавиш Ctrl-G объединяем их в одну группу. И посмотрим, что у нас получилось. На мой взгляд, туман внизу получился ярче, чем того хотелось бы. Чтобы уменьшить яркость стелящегося тумана, над созданной группой создаем корректирующий слой цветовой тон насыщенности. Обязательно прикрепляем его к группе через обтравочную маску и немного уменьшаем яркость стелящегося тумана. Ну вот, в принципе, и все. Теперь с зажатой клавишей Shift выделяем все слои с туманом, Ctrl-G объединяем их в одну группу, называем эту группу «Туман» и радуемся, какие мы молодцы. На мой взгляд, туман очень гармонично вписался в сюжет этого снимка, придал ему таинственно-драматичное настроение и, кроме того, за счет добавления тумана еще и удалось выделить главный объект снимка и показать глубину кадра. Один простой туман, а сколько от него плюсов. На этом урок по созданию тумана вручную я заканчиваю. С вами был Владимир Нестеров и сайт Photoshop Virtuos. До новых встреч!